Фацигол. Да, он дальше будет. Как вы? Мы что? Да ничего, вот. Дома семья как? Опять заболела. Да. Не нормально, все более-менее. Ты как там? Да вот приехали из очень жаркого места и второй день не можем прийти в себя. В минус 17 попали, плюс 30, понимаешь, и окачели слегка. Там дальше все нормально, да. Что у вас там? Да ничего, нормально. Мария, в общем, помнишь, я про книгу говорил? Да. Скинешь, каждая нотка вышла в эта книга. Мы здесь хотим презентацию провести. Мы бы хотели приехать в Москву, помнишь, мы тогда говорили, короче, презентация ГВН, короче. Да. И там мы хотели, Мария, по поводу Бараха Чемурзиева, по этой теме есть художник. Ой, он меня, ты знаешь, своей вообще чести ему много. Он мне так надоел вчера с Кавказского угла, одна еврейка грозненская, она, знаешь, 23 февраля мы всегда в музее ГУЛАГа делаем мероприятие, она по этому поводу позвонила, там материал один предварительно сделать по поводу выселения. И тоже мне, значит, вот он там занимает, как там этих женщин, да, эту Анжелу выкинули, потом эту Саутиеву, и вот Барах занимается, Барах, я говорю, слушай, вы все так, я говорю, охмурены этим Барахом, я говорю, он мне изжогу вызывает. Чести ему много, тиражди. На чем ты, что ты вообще говоришь в Москве? Я больше вообще о нем говорить не хочу. Смотри, Алдиза, благодаря Андеру, четко, ясно, мы по нему сказали, мы по нему проехали с бульдозером, с Кетгоу, с Ходского. Да я слышала это, я видела в этих, перед Новым годом, я все это видела. Но слушай, вы тем самым, вот демонизируя его, вы ему такую славу делаете. Вы вообще понимаете, что вы его пиарите? Марьям, согласны мы с тобой. Как раз Хамер ушла у Ехе. Салам Оршул ему большой. Вы его пиарите, и огромную ему честь. Да неужели он такая значимая фигура? Или у вас какая-то информация есть, что он станет премьер-министром России? Марьям Даликалчин. Дикятсвахал Мярвал, что ты говоришь? Что вы делаете? Что ты молишь? Да ничего, так, перебиваемся. Я рада тебя слышать, ты такой представительный ритор, оратор, понимаешь, очень любовались тобой все время. Теперь голос твой шаляпинский вас слушаем. Что ты, как вы там, что вы там? Нормально, Марьям. Я как-то у вас был, я в гостях у вас был, но это лет, наверное, 15 назад, в Балашихе, по-моему, да? Или... Да, мы в Балашихе живем, да, это правда. Я был, как раз, Аллуч, мы виделись там. Да. Ну, видимо, ты так давно был, что вообще пора освежить ваш разговор. Обязательно, Мария, обязательно. Большими делами государственными, общественными занимаешься, а твой брат фамильный, он понимаешь, что больше вот пол с гайкой, все в Академии наук, там что-то хочется, понимаешь, незаметный такой. Я говорю, все богатые гремят, а я говорю, тут такую российскую науку пытаешься реанимировать из мертвяков. Да, конечно, обязательно, да, в Ямдале мы встретимся. Будем рады увидеть тебя. Сейчас, наверное, соберемся, приедем. Ну, в отношении Цунбараха, правильно ты акцент делаешь, да? С одной стороны, это служит для него рекламой. Но... Абсолютно. Вы делаете ему не по чести шапка, знаете? Шапка. Мария, я сейчас объясню, это на самом деле очень серьезно. На самом деле ситуация следующая. Мы уже
последние дни только четко определили, что это очень серьезную угрозу он представляет. Какую? Значит, из самой себя, сам по себе он ничего из себя не представляет. Абсолютно. Но, тем не менее, видно его самоуверенность, что, конечно же, какие-то невидимые силы, пока есть какие-то догадки, но четко мы не знаем, какие силы здесь стоят. Но его поведение, смотри, какая ситуация получается. Сейчас на общественном поле у нас, значит, структура, ну такая, скажем, многочисленная, это Совет Тейпов. Да. Значит, Совет Тейпов, потом Конгресс, и Конгресс, значит, создал этот комитет. Практически получается, с одной стороны, получается, что Совет Тейпов они используют как старейшин. Они говорят, вы старейшины, мы будем вас беспрекословно подчиняться и делать то, что вы говорите. А вы руководите, а мы, говорит, исполнители. С их уст мы это все слышали. Мы исполнители. Так, они получают мандат от Совета Тейпов. Сегодня такая ситуация. В Конгрессе и вот в этом комитете руководят. Значит, первое. Значит, этот Погоров Ахмед, Барак и Барахоев Ахмед. В принципе, вот эти фигуры. Значит, соответственно, смотри, значит, поближе, скажем, к выборам, или сейчас это видно, уже заметно, что даже среди них они выдвигают Барака. Они задвигают Погорова Ахмеда. Погоров Ахмед, в принципе, насколько вот мы с ним постоянно на связи, он, ну, по крайней мере, мы его считаем таким нормальным, порядочным человеком. Но он, не ведая то, что он делает, идет и двигает этого Барака вперед. Значит, а почему он не ведает? У него что, мозгов нет? Он канал готов. Я говорю, смотри. Я говорю, смотри, ты сидишь с людьми, я говорю. С правой стороны у тебя сидит Барак. Он не меньше враг ингушского народа, чем Мехуров. Слева у тебя сидит, я говорю, Марсагов Муса. Значит, твое присутствие поднимает их уровень поднимает, потому что ты бывший министр, ну, известный человек, по крайней мере. А ты их уровень поднимаешь, а они, это самое, опускают твой уровень, наоборот. Я говорю, ты что делаешь вообще? Ты видишь, ты что делаешь вообще? Он говорит, вот, ты понимаешь, Бог тебе, Бог Сараздин, Муса, Бог. Я говорю, нам такой Бог не нужен. Я говорю, эта шайка будет похуже, чем русская. Поэтому, я говорю, мы в любом случае этому заслон поставим серьезно. Я говорю, если ты там остаешься, значит, мы причисляем тебя тоже к этой бараховской команде. Значит, мы ему сейчас, предварительно ему сказали, Ахмед, ты должен сейчас определиться. Если мы ему дали время, он должен публично, через интернет, опровергнуть слова, которые хотя бы Бех Казлал Шихамане, что я неправильно сказал, и я приношу свое извинение. Он сказал, что это не будет делать этого. Это говорит о том, что он как раз остается при своем... Так же получается, Мария? Значит, а вот мне непонятен вот этот Муса Мальсагов, он что собой представляет? Ну, смотри, Мария, тебе объяснять, ты сама знаешь, что это такое, эту систему. Красный Крест, он возглавляет там много лет. Все, вспомнила. Да, это я... все. Оттуда, да. Без кураторства спецслужб... Все. Конечно, нет, все, я вспомнила, потому что он как-то, видимо, изменился, я его просто... Он тоже из ментов, да? Ну, я точно не знаю, но то, что... Да, он из ментов. Значит, смотри, и он... сейчас все стало на свои места. И вот этот ваш любимый Погоров, хотя он очень симпатично выглядел и в этой разборке,
очень, очень прилично он выглядел, значит, это люди приказа. А вот этот единственное, вот, кстати, и, наверное, они абсолютно понятны. Погоров будет говорить что угодно вам. Понимаете как, я скажу честно, что я думаю. Тебе, значит, Сираждину мы всегда достаточно так, потому что я не ввязываюсь ни в какие дела, но я вижу, ну, как я понимаю ситуацию. И тебе я скажу следующее. Значит, вас использовали, безусловно, потому что, значит, на ваших плечах вот эти новые герои, они высветились и вас задвинули. Как бы, это вот так выглядит со стороны. Вы, не знаю в силу каких обстоятельств, почему, при том, что вы мудеры и битые волки, значит, вот как вы могли, значит, вот с Мусой Мальсаговым это местечковый человек. Погоров тоже вам прозрачный, вы все знаете, вы люди там сидели. Как вы могли не разобраться в ситуации с человеком, который 20 лет или сколько лет просидел, значит, в Питере и вдруг десантировался в Ингушетию, значит, стал там, значит, в какой-то адвокатской конторе раскрутиться так, потому что я только вот, ты понимаешь, у тебя не слышу имя Барах вообще, только из любого, понимаешь, из любой вообще, значит, вот слышится это, значит, вот имя. Да. Понимаешь, такие вещи просто так не происходят. Как вы могли анамнез его не узнать? Значит, в Питере, я с Сираждином говорила об этом. Почему? Даже за это время мы уже 1,5 месяца с Сираждином болтаем, понимаешь ты? Значит, в Питере вообще полу такая осетинская бригада, понимаешь, царствует. Там это, извини меня, тоже фамильная твоя сестра и моя фамильная Миарич, так называемая, Мака Албагачиева Годоборшева есть. Yeah. Значит, муж который, Годоборшев, значит, в Питере в свое время на квартирных всяких дилеров, ну, таких, там есть след такой, да, ну, раскрутился мужик, ингуш, галгай, так сказать, деньги не пахнут, больше не хочу ничего говорить. Но, так сказать, люди не академические, так скажем, не с чистым хвостом, это одно. Но, может быть, самое опасное и самое печальное для нас, для всех, и для вас особенно, значит, поскольку вы боретесь, вот, или вы видите, вы чувствуете опасность, но вы ее следы никак не можете. Сестра этой Маки еще в советские времена вышла замуж за врача. В Назране был единственный какой-то хири, врач, она за него вышла замуж. Этот хири в Питере очень неслабо раскрученный. И когда их поперли, они пригородные, это Албагачи, Годоборшев и семья их, ну, как очень многие ингуши, по своим родственникам разбежались, эта Мака со своим, значит, мужем приехали в Питер, и осетин сильно помог встать на ноги. Мака стала великой, так сказать, Газиковым герцогом номер 2 или номер 1. Сейчас они друг друга там ненавидят. Она там, значит, выдающиеся изыскания делает. Студентов там как-то вот опекает, все. Но, понимаешь, там осетинский след раз, да? А причем, значит, не афишируемый. Почему-то она как-то это скрывает, понимаешь? Она не говорит об этом, но там такие не рядовые, там не слабые эти вот родственники их осетинские. Значит, этот Барах, мальчик из ниоткуда, его близкая очень родственница, в постпредстве работала, она за Яндиевым замужем была, Лида Чемурзиева, Яндиева. Муж ее дачный Яндиев, с ума он давно, ну, лет 9 назад умер, может быть, меньше.
вот никакой. Она о нем когда-то мне говорила, потом, значит, когда вот в ролике увидела, позвонила, ты, говорит, такую славу ему сделала, значит, он, ну, как-то тоже не очень, как тебе сказать, осторожно она говорила, не тепло она говорила. Что, ну вот, да, говорит, вот когда-то уехал там вот в этот Питер, вот, значит, там такой вот, значит, и вдруг вот сейчас он, ну, такой разговор был, тоже не очень, как-то, не горячий, не презентабельный, да, она просто просигналила мне, что и в Ючи-Мурзиевых не так много, они там как какой-то цепь, черт его знает, ну, что они не симпатизируют ему и его позиции. Значит, человек может, я много говорю, и Синбех Вахла, да, но я просто вот выскажусь, да, значит, человек на кого-то должен опираться, значит, либо вот на совет тейпов, который вот вы там, значит, дали этот плацдарм, я не знаю, Сираждин не объяснял эти вещи, но вы же должны знать вообще, кого вы ведете, кого вы берете на крыло, так вот, да, либо на вот большую родню, сильную, так сказать, либо, что самое реальное, на контору глубокого бурения или средненького, в Ингушетии средненького на бурение, понимаешь, из которой вообще все рога растут. Да. Значит, Мент Погоров такая, как харизматичный человек, очень хорошо говорит, значит, очень голос без микрофона слышим. Абсолютно проверенный товарищ, потому что все-таки, прости меня, он здесь в аппарате в министерстве работал МВД после вот того, как из Ингушетии уехал. И туда, значит, приехал, он очень симпатично выглядел, да, вот в этой разборке с чеченом. А Мусенок, прости меня, хоть он и мой нянвош, я сейчас вспомнила все, потому что я, когда в этих командировках была, от постпредства все первоначально все эти гуманитарные акции с иностранцами, вот туда мы попадали. Значит, безусловно, абсолютно проверенный товарищ. Да. И в этой компании Барак Тимурзиев, конечно же, значит, прислонен и абсолютно не посторонний. Он в ситуацию ингушскую его ввели, значит, вот год назад он всего приехал, год или полтора назад, до вот этих событий. Бюджеты всех поселковых сюжет, значит, вот он все время говорит о бюджетах. Извини меня, везде надо доступ иметь ко всем бюджетам, ко всем, значит, документациям, ко многим, значит, каким-то справкам. Надо доступ иметь. Не мне тебе об этом говорить, понимаешь ты? Да. Так апеллировать цифрами квалифицированно. У него есть мозги, у него есть логика, он абсолютно, так сказать, вот может запудрить мозги любому. Он может запудрить любому простому ингушонку, понимаешь, ты ингушки, которая вот просто хочет перемены и хочет, чтобы, значит, вот следующий вождь пришел и там, значит, вот для его родственников местечко нашел. Значит, он подходит для этого, он очень уверенно говорит и апеллирует очень конкретными данными. Просто так, понимаешь, доступ ко всем эфирам не дают, значит. Но у этого товарища, вот я его видела 2,5 часа вот на этой тусовке московской, да, значит, он уже вот чипированный, у него чип в башке уже, понимаешь ты? Все можно, все нужно, да, кроме пригородного района. Да, его вожди ведут. Навряд ли он будет номер один, навряд ли. Но, видимо, вот там на уровне Кабмина или я не знаю чего-то, потому что вот бюджеты он все знает, понимаешь, каждого села и хуторка ингушского. Значит, видимо, вот туда его как бы, ну, обдурят, всех обдурят, понимаешь, всех обдурят.
Мария. Не будет этого, не будет этого, не будет. А вы ему сейчас дополнительный пиар делаете. Абсолютно он человек конторы, потому что по пригородному району у него включается какая-то, понимаешь, вот сразу программа включается. Потому что пригородный район, это и есть оселок, понимаешь, или вот болевая самая точка, на которой... как тебе сказать, да, лордузы, вот они все, первый генерал, второй генерал, третий, тем более, присягали, как, знаешь, вот на Святой книге. Конечно. Они, все, вот и все, понимаешь ты? А этот просто, он дал хостом бы, я очень рада, что у меня он эти рога чертовы показал. Вот вы этого там не обнаружили, а его здесь понесло, понимаешь? Он увидел такая... московские, это молодежи много там. Он не ожидал, что ему такой, понимаешь, пиндюль сделают. Да. Он Мария. не ожидал. Он думал, что в Москве идиоты, понимаешь, и пригородный район, значит, здесь все так шикарно живут, только из кафе в кафе, ресторан перемещаются, и им барбир, что там про ничего никто не понимает, понимаешь? Он начал говорить о своей, значит, о том, как они работают с этим, значит, дурачком, плохо я сказала, Дарбазанов, который из этого Корца, значит, с ним, как они осетин охмуряют, как вот они, значит, это самое, понимаешь, я хорошо знаю эту культурную экспансию. Я в Дачном и в Балте, понимаешь, ты через осетинского старейшего этого писателя делал это будут, да, эти обманки, понимаешь, будут его доски Джамалдина вешать, бюсты, никогда осетины не будут, значит, нашими друзьями в ближайшие 50 лет. Да. Не надо вот глупости говорить эти о том, как культурно вот мы завоевать должны Осетию. Да, завоевали в 91 году, понимаешь, там демографическую ситуацию переломили ингуши и им сделали облом. То есть они пытаются сейчас вот этой ахинеи, Дарбазанов, другие по Осетии пудрить мозги. Но главное, он, так сказать, присягнул или пообещал, или именно поэтому ему дают вот такой, как это сказать, карт-бланш ему дан, он вдруг ниоткуда, из никуда, вот ниоткуда, человек из ниоткуда был фильм какой-то, вот он такой. Он человек из ниоткуда. Просто так не бывает, особенно на нашей, понимаешь, несчастной территории не появляется вдруг такой вождик, не появляется. И недаром по бокам, понимаешь, вот два винта. Да. Вот, Марин, вот я просто, значит, ситуация не совсем мы делаем ему рекламу, вот чтобы ты понимала. Значит, после того, как мы начали, значит, разъяснять, что это за, значит, сразу ситуация, вообще везде уже не то, что его присутствие брезгливо относится к нему, вообще не принимают его, не принимают. Он даже, когда заходит в офис, более-менее нормально люди заходят, оттуда убегает. Это прослеживается, это много раз было. Вчера нам рассказывали, до этого рассказывали. И все на каждом углу его хают, потому что многие до того, как мы рассказали это, не понимали, просто не знали этого. Потом, значит, ситуация. Мы даже в Совете в прошлый раз, где-то неделю назад, мы как раз вот с Идрисом там полностью сделали вот это выступление и объяснили, вы должны определиться с этим Барахом. Барахоев Ахмад Вицар, вот этот, это их однофамилец. Он говорит, Валлахи, билляхи, йохту, егать отмечается, кето, йохту, я вот этой палкой его бил по голове. Фудедастен, вернул йохту, он, как эта собачка говорит, детки вернул, где должен вас, а наоборот, прыгает на ревона, а я должен вас. Сабы реляги, все, давай не путайте. Сама мучу, йох, какая я говорю, мудуах, киту, йох. Игра. Нам такой барт не нужен. Нет. Он должен сделать следующее. Мы ему в ультимативной форме им сказали. Он должен сделать следующее.
публично на русском языке через интернет сказать, что я был или обкурен, или болен, я неправильно выразился, я приношу глубочайшие извинения всему ингушскому народу за то высказывание, которое я сделал, что это неправда. Вот у меня, значит, вот я так высказался и неправильно поступил. Он должен вот так извиниться. Но мы еще сказали ему: Ахмад, ни ты, ни Барахоев, ни Совет Тейпов, ни Конгресс, вы, если его не прогоните как последнюю собаку, с нами никаких отношений, мы с вами никаких отношений поддерживать не будем. И мы его поставим на место. То есть этот человек должен покинуть эту территорию и заниматься чем угодно, но вмешиваться в ингушские дела он не имеет ни морального, никакого права. Вообще вмешиваться. И что тебе сказал, и что тебе Ахмад сказал? Ахмад сказал: "Бас мы Бог бе, бас мы Бог бе, Асабахан Долуш, Асабахан". Он скочил и говорит: "Малтык, ваш бех мы бахвуш, я не привык, чтобы там меня так оскорбляли. Я отсюда ухожу, я отсюда ухожу". Начал паниковать там. Я говорю: уходить или не уходить, это не имеет значения. Мы говорим сегодня и Совету Тейпов, и Конгрессу, и эту комитету: вы должны в первую очередь, я говорю, у нас есть вопросы и к остальным. Мы ему сказали: Ахмад Барахоев, у нас пока к тебе и по Горову Ахмеду пока претензий нет. Вы пока еще нормально работаете. Напрасно. Вопросы. Напрасно. У нас есть вопросы к остальным, вот этой команде. У нас есть вопросы. Марьян, смотри. Ты помнишь соглашение, которое было у Лаушева, предательское соглашение с Россией? Ну да, конечно, да. Вот под этой бумагой членами комиссии был Гойгов Асхаб из Да, совершенно верно, который тоже в исполком ведет. Что такие как Гойгов Асхаб, вы собрали, я говорю, весь мусор. И я говорю, это осетинская команда во главе с Барахом и с остальными этими. Мы вам не позволим дальше с ингушами так играться. Это комиссии, вы убираете оттуда и Бараха, и вот этот мусор, которые были предателями всегда. Вот эту комиссию, как раз, я говорю, через осетин составлено, и вот они этим занимаются. Мы им дали понять. Если они не поймут, то мы еще раз объясним. Но ты смотри, в ближайшую неделю ты увидишь, будут здесь изменения серьезные. По телефону мы сейчас не будем говорить, но я поняла. Есть еще что противопоставить им. Нам есть что противопоставить, и более серьезное, чем они себя. Потому что, я тебе говорю, вот, Марьян, на самом деле, само по себе народ, хотя у них информационная атака очень сильная, у них ресурс очень большой. Они пишут, они объясняют, они многие вещи говорят правильно, но те 10-20% то, что они делают, достаточно полностью очернить ингушский народ. Но они некоторые вещи говорят правильно, тем самым обманывают народ, понимаешь ты? Но тем... Это методика конторы, да, вот полложки правды и бочка брехни. Да, это... Так хорошо говорят, и их подхватывают. Ух, как хорошо сказал этот комитет. Как они хорошо сказали. И тут интересы сбоку, свои интересы. Но единственная правда в чем? В том, что их практически им не верят уже здесь, в Ингушетии, им не верят. У них есть своя публика, но в принципе народ на самом деле, они в принципе понимают, что этих людей вообще не было, откуда-то они появились, неизвестно откуда, и мы дополнительно объясняем людям, что это за люди. У них отношение к региону и к остальному. И тут становится ясно, но это так их оставлять, конечно, нельзя. Так их оставлять нельзя. Мы в любом случае добьемся, чтобы этот Барах и другие, которые
там есть еще, кроме барака, еще люди. Это просто видимое, то, что мы видим. Там есть еще и в комиссии много людей, которых надо подчищать. И то, что в Грузии работают, тоже вредительством занимаются. Ой, вот это гадина, да. Кстати, они в восторге от него, он им прием сделал. Это до начала мероприятия, когда вот их завели, познакомили меня с этим барахом и с этим там за 20 минут до начала нашего мероприятия, я имела возможность поговорить с ним и с этим Дарбазановым. Ну, Дарбазанов молчал, а этот вот такой очень, значит, солист главный был, видимо. Эти ребята, этот Калой там и прочее, эти Москвы, они их вели, и ко мне подвели, когда мы начали разговаривать. И вот, значит, я говорю, я вообще не представляла себе на секунду, что человек, который приехал по приглашению нашему, значит, и все проезды, все гостиницы, хотя это не прямо там 1,5 суток они были, нет, но я не представляла себе, что этот человек может так по пригородному району такую околесицу нести. И я поэтому, значит, с ним как с человеком разговаривать начала. Значит, свои 2 книжки там, значит, «Гоsterror» и сборник Ирины Дементьевой, которую мы делали, значит, ему и этому дурачку и его 6 дала, понимаешь? Я говорю, потом я говорю, вас аудитория может у нас, я говорю, вопросы любят задавать. Но я по-хорошему, понимаешь, я ж не знала. Я говорю, я могу забыть вам, обычно своим гостям я всегда дарю наши работы. Очень сожалею, что я сдала эти книжки. Но и потом мы начали общаться, значит. Они весьма, этот барах, этот молчал вообще. А этот барак, я говорю, ну что, я говорю, со стороны, вот здесь мы следим за всем, переживаем, конечно, все очень, значит, квалифицированно вы ведете все это консолидировано, квалифицировано, очень приятно это видеть. А я говорю, только вот как-то список, значит, на Конгрессе меня не впечатлил. Может быть, я говорю, старая тортила, слишком много знаю. Я говорю, там через одного агент госбезопасности или, я говорю, 6 из той же конторы. Он засмеялся, я говорю, вообще, да, ну там, говорит, и старики у нас тоже не очень, понимаете? И не хочу называть фамилию из вашего, значит, вот из вашей организации, очень иронично так. Ну, мы дали ему там слово. Я говорю, как-то у вас вот был виден, что у вас конфликт с значит, советом тейпов, как-то что-то. Ну, мы их привели все, ну, как-то так иронично, и вы немножко так снисходительно, понимаешь? А потом, когда мы начали говорить по этому списку, то есть не начали говорить, а я говорю, не вызывает, я говорю, симпатия этот список, наверное, вы многих не знаете просто. Вот, например, я говорю, грузинское направление. Ой, мы даже вот еще не выслушав, что я хотела сказать, этот барак, значит, начал, мы были в Грузии, Шалухаев нам такой прием сделал, он нас сюда возил, 2 фильма должно быть. Я говорю, прием он может делать, а я говорю, вообще-то это смотрящий агент, которого 3 года назад в Грузию десантировали, чтобы, я говорю, он там под вывеской культурных проектов, потом, я говорю, полный дестрой наводил между ингушами и осетинами. Просто я через грузин знаю, понимаешь, вот он там фильм поспонсировал, а потом он просто вот этих грузин, ну, от него отбежали. И он, значит, сразу как-то, как говорится, он очень, говорит, обаятельный, хороший человек. Я говорю, ну вы плохо, значит, знаете людей, молодые вы еще. Как-то вот, понимаешь, вот это. То есть, да, грузинское направление, не грузинское, вот ты Гойгова назвал. В этом списке очень много фамилий, которые вообще не могут быть, не могут находиться вот в новой Ингушетии, я не знаю, новая старая Ингушетия. По четкому поставленной задаче подбирают кадры, которые могут осуществить эту задачу. Вот. Значит, этот конгресс был, он слишком был такой, как тебе сказать, слишком хорошо срежиссированный, чтобы быть ингушским. Понимаешь?
Поэтому я вот потом уже, когда этот барах обкакался, я поняла, что вот, ну, слишком гладко это все идет, и вы видно, что вас подвинули. Поэтому, если вы сейчас, вот, ты говоришь, мы ему скажем, вы не просто должны сказать, извини, пожалуйста, я вот тебе закончу, а будет ли это через интернет? Либо вот такая же какая-то съемка в чьем-то доме, вы ведете вот так эти конференции. Понимаешь, каждый из этих, в том числе и Барахоев, хитромудрый, который себя ставит своим посохом, и это самое, моложе меня лет на 10, понимаешь, и своей формой. А этот Погоров, и вот все вот эти уже высунувшиеся герои эволюции, и вот этот вот, который, значит, мы обсуждаем, должны ответить четко на вот 2 вопроса обязательно. Ну, там, наверное, вы больше подготовите. Отношение к проблеме пригородного района, отношение к ситуации в связи с Чеченским договором. Понимаешь? Вот. Второе, там многие будут говорить замечательно, а вот по пригородному району, понимаешь, ситуация нынешняя и перспективы вашего видения как нового лидера, как определившегося лидера и человека, которую масса людей будет слушать. И это должно быть публично, понимаешь ты? Вот тогда вот, потому что, конечно, грядут события, грядет смена, их тащут, но уже будет очень сложно тогда протащить, потому что про пригородный район могут не говорить вслух, но в душе каждого ингуша этот пригородный район торчит, как больная рана. В коем случае, как с лидером, никто с ним разговаривать не будет, никакой он не лидер, у него даже никаких качеств лидерских нет, но есть вот четко поставленная задача. Он бессовестно, нагло, любыми способами хочет себя рекламировать. Вот это факт, вот это то, что раскручивает его, не имеет значения, по каким фактам, отрицательным, положительным, каким угодно. Главное, чтобы слышали имя Барах. Вот смотри, что он пишет, вот смотри. Протест, Марьян, протест на Путина, может, ты и читала это. А потом его организацию взяли на себя люди, которые уже несколько лет занимаются общественными и образовательными проектами. И вот эту методику организации проекта удалось использовать. Дальше он пишет. На фотографиях с протестного митинга в Ингушетии много солидных, немолодых людей с бородами. Дальше он говорит, не поверите, это поколение было растеряно. И они сказали, ведите нас вперед. Вот какое заключение сделал вот этот Барах. Ну, что ему написали, то он и напечатал. То, что написали, напечатал. Диалог. Ну, главное, значит, сходить от болезни. Ты понимаешь, что если человек тяжело болен, такой, значит, тяжелой болезнью, ему класть ножку или же анальгин бесполезно. Противоядие должно быть соответствующее. Вот как раз такое противоядие мы будем ему давать. И будем лечить. Будем лечить обязательно. Не менее вот эти говорящие головы о том, что лишь бы Барт был, они такие же, понимаешь, как этот Барах, опасные, я тебе скажу. Потому что это не может быть, чтобы ни Погоров, ни этот хитромудрый Барахоев вообще его подноготную не знали. Быть того не может. И это знаешь, это в пользу голодающих по Волжье, эти песни про Барт. Вот это очень... Они все там, значит... Они все там мазаны одной краской, к сожалению. Хотя эффектно выглядит Погоров, согласна, да. Барах просто не вовремя в Москве аппаратинился, понимаешь? Да. Просто не вовремя.
раскрылся. Что-то с ним произошло. Вот он раскрылся. А мог бы и не сказать. Нет, он был уверен, что там, понимаешь, он не ожидал, что там очень продвинут. Дело в том, что там онлайн. У меня всегда онлайн идет сразу, понимаешь? И сутки висит информация. А потом уже в сетях уже бродят все отклики, все дела. Там все мероприятие шло онлайн. Сразу же было включено. Это по всему миру все ингуши смотрели. Сразу. Онлайн, понимаешь? И что очень серьезно, вот очень серьезно, понимаешь, что его надо просто чпокнуть как следует, да, впервые вот так откровенно на мероприятие, потому что я очень рано прихожу, заранее прихожу в свою аудиторию, пришли два КГБшника, понимаешь, и не прикрыто просто, значит, мы друзья ингушей, а что вот вы будете говорить? Вот просто впервые, там-то всегда, потому что больше 100 человек собирается всегда на этих делах наших, конечно же, есть и среди ингушей, безусловно, это реалии такие московские, советские, ингушские, но вот так нагло подойти, понимаешь, вежливо, но открыто. Два таких, понимаешь, чмошника, причем, значит, я думаю, даже максимум капитаны, понимаешь, это вот даже уровень бараховский. И вот мы, друзья, я говорю, а что вас так интересует, вот эта тема? А мы, друзья ингушей, мы пришли послушать, узнать, особенно нас вот сегодняшние события. Я говорю, пожалуйста, проходите, у нас открыто. И они сели там, значит, так сели, понимаешь, что потом, значит, ребята, которые съемки вели, молодежь меня знает, так нагло, говорит, фотографировали нас. Я говорю, бессмысленно, потому что все равно это все идет онлайн сразу, потому что все это гласно, понимаешь, гласно, ничего подпольного, таинственного нет. То есть они пришли послушать, послушали речь, что надо, скажет этот барах, или все-таки там начнет, значит, отклоняться от курса партии и правительства. Ты понимаешь, он видел своих этих дурачков, вернее, этот дурачок видел своих кураторишков. Я тебе говорю, вот там было видно, что это вот даже не солидные капитаны были, даже не майоры. Так что было все, поэтому меня просто изумил Серафим, который меня вот начал... Как он там был, как ты его, как... Я была изумлена, что вы ему рентген не сделали. Да. Марьям, حياة يوخ وسراج حياة يوخ. Ладно. Чоди, Биг Бобо, уже более сейчас вот я уже для себя уже взгляд Хамаш для себя освоил. Дал хвастом быдем, что у нас есть такой соратник, поэтому... Адалет Сахол Баркал, обязательно Дикатгол. Марьям. Да, Сираждин, ага. В Москве пару мужчин вот таких, как ты. С такими взглядами, так патриотично настроены, онлайн, много чего могли бы сделать. Очень нехороший ты мне комплимент сделал. Мне так всю жизнь, я по последние лет 20 вот это слышу. Мне так хочется быть, понимаешь, женщиной, а мне говорят, что я мужчина. Это не совсем нормально. Мусор, это гены, скорее всего, это гены, да. Нет. Скоро до Лендера, неделю через 2, наверное, мы в Москве будем до Лендера. Мы эти книги привезли. Поговорим там. Нет, вот презентацию, да, надо сделать, потому что это как бы мероприятие в серии вот к 75-летию депортации, потому что и все события вот укладываются, это последствия сталинской депортации, сталинской национальной политики. И Барак Тимурзиев жертва этого аборта. Дурак. На этой веселой ночи тогда завершим наш разговор.